Особую и оригинальную категорию лекарственных веществ составляют средства, улучшающие и повышающие настроение, так называемые муфаррихот, то есть веселяющие. Эти вещества хорошо действуют на мозг, способствуя его оптимальной деятельности, а также в большинстве случаев оказывает благоприятное действие на сердце. Поэтому многие средства, укрепляющие сердце, являются одновременно и улучшающими настроение. К ним относятся, например, сладкий гранат, лаванда, корица, наано. Однако ограничивать влияние таких средств лишь воздействием на мозг и на сердце было бы во многих случаях односторонним и неверным. Средства хорошего настроения обладают более широким спектром воздействия на различные органы и системы организма, а также в большинстве своем обладают и определенными противоядными свойствами. Например, груша имеет очищающие и смягчающие организм свойства, обладает некоторым закрепляющим действием, препятствует поднятию паров и газов в голову, выводит слизистые вещества из организма, укрепляет сердце и желудок, утоляет жажду и прекращает жжение в мочевом пузыре, хорошо действует на кровь, нормализуя его состав, обладает определенным противоядным действием. Важным является также сочетание специфического лекарственного воздействия с доставкой благоприятных питательных веществ. Поэтому некоторые вещества и продукты являются по совместительству и улучшающими настроение, и дающими хорошее доброкачественное питание телу и всем органам. Таким продуктам относятся, например, бараний и говяжий жир, молоко с ядрами грецких орехов и другие, которые оказывают тройное действие, хорошо питают, веселят и оказывают определенные противоядные действия. Средствам, улучшающим настроение и повышающим тонус, относятся также яблоки, айва, шафран, гвоздика, чай, кофе, ромашка, лепестки красной розы, розовая вода, мелисса и другие. В старой таджикской медицине довольно распространенными были комбинированные веселящие средства, имеющие сложный состав. В них входили в качестве обязательного ингредиента одно или два средства, улучшающих настроение. Остальные же составные части могли быть или чисто лекарственными, или содержать также и питательные продукты. Спектр воздействия таких сложных лекарственных препаратов и смесей был довольно широк. При этом многие из них рекомендовались не только при физических недомоганиях и болезнях, но также и при нервных и психических расстройствах. С другой стороны, можно было бы, не меняя состав самого лекарства, делать поправку для нейтрализации или усиления каких-либо свойств путем употребления затем определенных пищевых или питательно-лекарственных продуктов. Например, для снижения горячего естества лекарства пили фруктовые соки, для увеличения теплоты употребляли мед и так далее. Для того, чтобы пользоваться методом лечения согласно принципам старой медицины, нужно прежде всего
выяснить состояние своей натуры или мезочи. Здесь различается: первое. Присущий данному человеку устойчивый тип организма, мезоч, который может время от времени расстраиваться, получая таким образом дополнительные характеристики. Второе. Состояние организма, присущее данному человеку в данный момент, в данный промежуток. Если человек выяснит особенности своей натуры в такие конкретные промежутки времени несколько раз, он может уже установить тип своего организма, свойственную ему натуру, то есть мезочу. Центральным здесь является выяснение преобладающей материи. Признаков, по которым определяют преобладающую у того или иного человека материю, очень много, и опытный врач видит их даже в незначительных проявлениях. При этом следует иметь в виду, что преобладать, то есть находиться в излишнем количестве и концентрации, может не только одна, но даже две материи в организме. Однако наиболее общие признаки преобладания какой-либо определенной материи может распознать любой человек, а не только врач. Тем самым он может установить состояние своего организма в данное время, а в дальнейшем при повторном проявлении тех же признаков он может установить тип своего организма, то есть мезоча.